Дистанция на улице, термометрия на входе, а внутри только в маске. В таком режиме сегодня работает Дюртюлинский военкомат. Свыше 4000 новобранцев отправит в войска наша республика в этом году. Осенний призыв стартовал 1 октября. Особое внимание уделяется профессиональной подготовке, психологическому и физическому состоянию здоровья молодых людей. После осмотра врачей призывная комиссия, где решается, кто в каких войсках проведет будущий год. В Дюртюлях первая отправка прошла 17 октября. На территории наших двух районов, так же как и на территории всей России, с 1 октября стартовала осенняя призывная кампания. Ребята по графику вызываются для прохождения медицинской и призывной комиссии. После прохождения медицинской призывной комиссии призывная комиссия рассматривает личное дело призывника. Если призывник прошел медицинскую комиссию и по состоянию здоровья годен, на основании имеющихся документов призывная комиссия принимает решение о предоставлении одной из видов отсрочек призывнику при наличии подтверждающих документов по учебе, по семейному положению и так далее. Если право на освобождение или предоставление отсрочки призывнику не предусмотрено, то выносит решение призывной комиссии о призыве данного юноши в осенний призыв. После этого личное дело более тщательно изучается, и уже конкретный призывник предназначается в определенную команду, и ему выдается повестка с датой отправки. Вот. Кроме этого, с призывником проводятся мероприятия по профессионально-психологическому отбору. Вот. Ребята все у нас за 5-6 дней до отправки сдают анализы на ковид. Это для того, чтобы в армию не уехали ребята, зараженные ковид, и чтобы там не было заражений. Кроме этого, по прибытию на республиканский сборный пункт призывники повторно сдают в день прибытия, перед входом в республиканский сборный пункт, оборудована передвижная лаборатория, там они тоже повторно сдают анализ на ковид. И если все нормально, то дальше они проходят на территорию сборного пункта, проходят медицинскую комиссию и дальше уже проходят те мероприятия, которые необходимо там провести. Особенности осеннего призыва, так же как и весной, это мероприятия по предотвращению заноса коронавирусной инфекции. Ребята при входе в военкомат заходят в масках, проводят обработку рук специальными растворами. Здание военного комиссариата, помещение после прохождения медицинской комиссии проветривается, обеззараживается. То же самое делается и на сборном пункте. И еще забыл такой момент, уточнить то, что по прибытию ребят уже в войска, они на 2 недели также помещаются в карантинную зону до контакта с основной массой военнослужащих. Ребятам пожелаем хорошей службы, скорейшего возвращения, родителям терпения, тем ребятам, которые планируют свою жизнь связать службу в армии, возможно принять решение о заключении контракта на прохождение военной службы по контракту. Вот. И в дальнейшем хорошей службы им, здоровья, благополучия. Будущим призывникам, которым предстоит только отправка, у которых еще есть время, хочу пожелать хорошего настроя на военную службу. У кого есть какие-то недоделанные дела, есть, допустим, вот ребята, которые отучились на категорию Б или С, но не успели экзамены сдать, чтобы успели получить водительское удостоверение, чтобы в армии уже службу проходить по специальности водителя, который, кстати, пойдет в стаж потом, если они трудоустроятся после окончания службы на производство, это пойдет в стаж службы армии. За период осенней призывной кампании военкомат отправит в ряды вооруженных сил России более 100 юношей из Дюртюлинского и Лишевского районов. Родился в городе Дюртюли, обучался во 2-м лицее. Дальше я закончил Нефтекамский нефтяной колледж, после чего я хотел уехать на весеннем призыве, но из-за того, что диплом как бы нам отсрочили, и мы получали только его в июле, так вышло то, что, вот получилось, я остался на осенний призыв. Вот, желание отслужить есть, если понравится, надеюсь, пойду по контракту. Служба в армии, как мне кажется, это
очень важная вещь. Она поможет в дальнейшем как-то преодолевать жизненные трудности. Осенний призыв продлится до 31 декабря, а следующая отправка юношей состоится 26 ноября.